Сегодня аят Машуэль. Сегодня 12 апреля 2025 года, 19 часов 2 минуты по центральноевропейскому времени, 21 час 2 минуты по городу Джохару. Друзья, у нас сегодня 117-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. С нами снова наш постоянный ведущий Аят Идигов. И сегодняшний свой стрим я назвал «ФСБ устроила акт устрашения в Чечении. Методы советских палачей». Об этом и многом другом давайте поговорим. Я напоминаю всем тем, кто смотрит нас, будет смотреть нас, все, кто находится в фашистской России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, пожалуйста, беспокойтесь, думайте о своей безопасности, не пишите комментарии, не ставьте лайки, смотрите безопасно, все остальное, пожалуйста, будьте осторожны. Аят, передаю тебе слово. Спасибо. Добрый вечер, дорогие зрители, наши друзья. Сегодня, как мы знаем, весь мир бурлит. Ситуация очень неопределенная. Что происходит и что будет, вообще как-то вот не увязать никогда. Много разных людей, политиков, блогеров, ну и лидеры разных стран по-разному сегодня интерпретируют ту ситуацию, которая сегодня сложилась в мире. Как мы видим, Россия продолжает свои военные атаки против Украины, убивает людей мирных, и это наглядно видно по всем средствам массовой информации. Мир это видит, и есть возмущение, которое, ну, так сказать, не имеет в себе прощения убийцам мирных людей, детей, разбитые дома, города. То, что известно и нам всем, а особенно нам, чеченцам, против которой столько лет шла война, сейчас наша страна и народ находится в подполье, мы боремся за деоккупацию нашей территории. Что же происходит на самом деле? Этот вопрос, он всех волнует, и что будет тоже. Нам казалось, что Америка и Европа помогут, и враг, то есть наш общий враг Кремль, он отступит, он не будет дальше продвигаться. Но, как выясняется, ситуация очень неоднозначная. Что же произошло за последние дни? Ну, за последние дни стало ясно, что Китай активно участвует в этом, скажем, нападении, хотя он не говорит официально, мы не участвуем, но наши там добровольцы, которые там сами подписали, пошли в Украину, мол, там они военная структура или военные власти Китая в этом деле не участвуют. То же самое делают, конечно, открыто эти другие их сателлиты. Я имею в виду Северную Корею, я имею в виду, конечно, и Иран, который посылает им оружие. Я имею в виду и другие тихие, как говорится, лидеры стран, которые сидят в тени и потихоньку содействуют имперскому Кремлю. Как это все оценить? Какова цена вот этой всей, вот этой молчаливой такой вот ситуации? Почему так происходит? Это волнует всех. Ну, кажется, что то, что произошло, это, конечно, есть открытая военная агрессия против Украины. Людей убивают, и остальной мир обязан по тем правилам, которые есть в международном праве, с которым согласились все государства, члены ООН, должны были этот вопрос решать мирно или военным путем, если агрессор нарушает те правила, которые есть в мире. Кроме того, мы видим, что
есть ряд стран, которые не прямо, а потайно тоже, значит, не согласен с той идеей, которая принята, скажем, в соответствии с международным правом в 1975 году о нерушимости границ с внешней стороны. Ну и другие международные принципы, которые не соблюдаются некоторыми странами. Это делают изредка большие, великие, так скажем, страны, хотя где-то они потом отходят, потом снова пытаются как-то себя оправдать. А малые, скажем, территории и народы, в которых малочисленны, например, такой как чеченский народ, им приходится в одиночку бороться против этой империи. Их даже никто и не защищает, в принципе. Вот такая ситуация складывается в мире, и мы видим это всюду, когда вот Украина вот так вот получилось, и идет война, столько людей убито, столько беженцев. Что же делать? Как быть нам всем? Мы этот вопрос всегда задаем и говорим. Можно было бы как-то, вот кажется, если бы такое вот количество оружия, такая поддержка была бы со стороны, скажем, остального мира, то можно было бы их всех, как говорится, разом заставить убраться с территории Украины. Однако это не получается. Почему не получается? В чем причина? Вот мы и думаем над этим, какова вот эта роль вот этой диктаторской системы власти, это империи или там стран, где правят диктаторы. Мы видим, как это происходит внутри этих стран. Мы видим, что, допустим, Россия посылает, в основном посылает воевать в Украину своих представителей народов, которые проживают как бы в составе России, которые они оккупировали. Что же делать? Как же нам быть? Они оккупировали их, не спрашивая эти народы, не интересуясь их проблемой. Они обладают колоссальным запасом нефти, газа, золота, бриллиантов, эти народы. Однако они находятся в самом нищенском положении. Если какой-то народ выступает против этого, как, к примеру, чеченский народ, они всем махом, как говорится, при помощи даже остального мира, молчаливого согласия, 5 раз нападали на Чеченскую республику Ичкерия, и 4 мы эту схватку выиграли, изгоняли атакующую сторону. Потом кончился ресурс человеческий, кончился ресурс материальный, и мы вынуждены были уйти в подполье. Сегодня оккупированные территории очень жесткая власть имперская, которая насадила Кремль, и там издеваются над нашим народом. Каким образом они это делают? Они берут отчасти того или иного какого-нибудь представителя нашего народа из-за того, что против этой имперской власти они выступают, с ними там расправляются. Расправляются жестоко, унизительно. Это очень неприятная такая процедура, которую они ставят на показ, показывают убитых людей. Они убивали в свое время президента Масадова, бросили его на асфальт, обливали водой, раздевали его по пояс. Они делали то же самое и с другими нашими лидерами, если им удавалось это. То есть они пытались унизить. Они делали это не один раз. Они делали это, напомню про эти бутылки, на которые сажали людей. Напомню то, что происходит сегодня. Какой-то мальчишка совершил какое-то нападение на ДПС, и тоже против это такая же ситуация. Почему такая жестокость? Разве чеченцы такие сами? Разве чеченский народ такой? Нет, конечно, нет ничего такого у чеченского народа. Нет. И не бывало. И это все насаждает Кремль. Те управленцы, которые из Кремля направляют их. А те исполнители, которые это делают, конечно, в конечном итоге им самим, наверное, грустно. И видно по их лицам, как они смотрят на это. А некоторые там, кто ходит на этом митинге, на показе убийства этого молодого парня, они демонстрируют такое состояние, где они, женщины, другие, все друг друга предупреждают, чтобы они молчали, не говорили. Это очень печальная вот
ситуация, которая происходит в системе имперской власти. Вот эта власть, она раскручивает эту ситуацию, она сегодня нападает и на Кремль, то есть на Украину, она напала и на Грузию, она напала и на Молдову, считай, на Белоруссию, практически. И вот такая ситуация, которую мы наблюдаем. Что же делать в этой ситуации? Что делает самая большая страна, самая мощная страна в лице, скажем, Соединенных Штатов Америки? Почему ситуация сегодня такая? Почему они не помогают? Что происходит? Оказывается, как мы понимаем, Соединенные Штаты Америки сегодня борются против, собственно говоря, остального всего мира. Они свои претензии предъявляют к остальным странам мира и свои продукции, там, которые они получают из других стран, то есть которые они посылают или получают, они взвинчивают цены на это все, и остальной мир оказался в такой ситуации, когда возможно, что вот как вот мы знаем, они могут тоже поднять эти цены против Америки, а это и происходит по всему миру. Но некоторые страны вроде говорят, что мы согласны с Америкой. Но одним словом происходит то, что Америка сегодня как будто помогает России. Как будто бы я это говорю, потому что я еще не верю в конечном итоге, что это будет. Может быть, это какой-то ход, мы все говорим. Но по всем действиям, которые мы сейчас видим, то, что происходит, и эти вот убийства, которые я сейчас рассказал у нас в Чеченской Республике Ичкерия, на оккупированном, что происходит в Украине, в других местах. Разве эти вещи можно допускать? Разве это человеколюбие? Разве мы можем говорить о том, что с такими вот, скажем, управленцами власти мы можем жить и под ними жить? Мне кажется, нельзя жить под такой властью, которая хочет прийти, изменить твою систему власти, отнять у тебя язык, отнять у тебя твою национальность и сказать, что отныне ты будешь русским. Этого хотят именно в Кремле. Они хотят расширить свои территории вплоть до бывшего Советского Союза. Это мы видим уже, мы знали это и раньше. Они хотят расширить их даже вплоть до самого бывшей царской России, когда еще царская Россия обладала эти территории. На это они даже претендуют. И сегодня, если они не получают достойный отпор, то, естественно, они будут и дальше продолжать свои вот эти действия. Что же делать? Как быть? Какие вот схемы? Какие военные противодействия? Как нужно бороться против этой империи? Очень много здесь выступающих, разных специалистов, которые говорят, что нужно делать так, или делать такие вот удары наносить, или вот таким образом бороться, или даже подсказывают, что нужно бить по тем местам, где получают деньги, то есть разные такие точки болевые, которые в конечном итоге создадут дестабилизацию в самой России. Возможно ли это или нет? И что будет делать сейчас, скажем, Европа? Будет ли она сейчас открыто помогать Украине? Войдут ли войска туда, в Украину, чтобы бороться против имперской России? Вот какая ситуация, с которой мы сегодня столкнулись. Давайте я на этом закончу сейчас, Аслан. Если будут вопросы, будем диалог вести. Спасибо. Аслан, давай. Баркала, друзья, я всех приветствую, всем, кто сейчас зашел, поздоровался, алейкум ассалам, шалом всем, друзьям, витаю. Я вот по поводу, вот вначале хотел бы спросить по поводу, сейчас я перейду к вопросам, здесь есть вопрос, сейчас я хотел спросить по поводу вот этого убитого парня, который убил одного российского полицейского и сам тоже был убит. И сейчас его тело, как мы видели, как вы правильно сказали, он не первый, на всеобщее обозрение, чей труп выставляют
Но сейчас все разные пропагандисты, от фашиста Невзорова, гражданина Украины, до других подобных ему фашистов, начали так сильно переживать за чеченцев, так они переживают. Никогда такого Невзоров у себя на заставке в YouTube написал, никогда такого не было, что вот уже чуть ли не докатились вот до такого состояния и так далее. Кто это делает, на ваш взгляд? Это методы России, либо это Кадыров и вот местная вот эта марионеточная власть самодеятельностью занимается? Ну, нам всем известно, кто это делает. Когда была наша власть, Народная Чеченская Республика Ичкерия на территории, никогда такого не было. Свобода слова была, выражение своем месте, масса разных изданий было, я имею в виду газеты, журналы, были даже разные свободные телевидения. То есть этого не было. Открыто был диалог во всем. То есть было достоинство, считалось достоинством каждого человека, и это продолжалось, и то, что мы делали тогда и восстанавливали свое государство, это был один путь. Сегодня понятно, что когда пятая агрессия началась, они собирались, там, помните, Политковская была и один из генерал, вы помните, они оспорили, они говорили, что надо чеченцев убивать от 10 до 65 лет мальчиков. Их надо расстреливать, они вырастут, будут бандитами. Это вот нам говорило о том, что они это планировали делать. Они засылали тогда к нам вертолеты, самолеты, даже мирных людей на остановку в поле, если они работали, они расстреливали. Вот чем они занимались. Это ничуть не, как говорится, не менее показательно, вот то, что я сейчас сказал тогда делать, то, что делать сегодня. Это продолжение этой варварской войны и нападения, это продолжение, как говорится, хотят таким образом подавить волю народа. А в этом случае не воля народа подавляется. В конечном итоге в нашем народе эта злость, эта ненависть, она только возвышается. Но главный вопрос в том, что чего хотят русские от чеченцев. Однозначно один у них вопрос, мы должны знать. Их задача выселить чеченцев из нашей территории и разослать их по разным там точкам Дальней Сибири, и чтобы они ассимилировались там, и чтобы больше не возвращались на эту территорию, потому что никто из других, скажем, народов, которые есть, к сожалению, не противодействовал открыто против этой Российской империи, когда она распала, Советский Союз. И сегодня они надеются, что так и будет, если чеченцев не станет. Но я думаю, они ошибаются. Народы тоже сегодня эти понимают, что происходит. Многие народы в России, которые сегодня есть, они понимают, что происходит. Вина, конечно, конкретно имени Кремля. Если такие вот дела происходят, это должны были дело передать в суд, рассмотреть, они устраивают самосуд. По какому закону они это сделали? По какому закону все это случилось? Этого нет. Есть только вот расправа. И где это все? Мы понимаем, что это происходит именно по указке, именно с Кремля. С другой стороны, это делается для того, чтобы, как-то говорится, дать, показать, скажем, хозяину, что ситуация под контролем, и мы здесь, мол, управляем. Здесь много вариантов, которые можно обсуждать, но ясно одно – это работа Кремля, это демонстрация и украинскому народу, и другим народам, что будет с ними, если они окажутся под их полной властью. Вот и мы должны понимать, что надо делать в этой ситуации, нужна ли такая власть самим российским народом, нужна ли эта власть российскому, русскому народу. Вот в чем дело. И кто теперь помогает в этом вопросе, скажем, России? Кто? Неужели Соединенные Штаты Америки, оплот, скажем, демократии, свободы, личности, одна из самых великих держав, и она сегодня помогает этому пути? Неужели это так? Может ли это быть? Мы еще до сих пор не верим, хотя мы видим, но мы пока еще надежды не теряем, что ситуация изменится.
худшую сторону для агрессора. И так и должно быть. Если этого не будет, конечно, остальные народы станут и будут бороться против этой империи. И сами граждане Российской Федерации и остальные народы, которые сегодня хотят помочь Украине в борьбе против этой империи зла. Аслан? Спасибо, Аят. Здесь на эту же тему вопрос наш задает наш постоянный комментатор, наш постоянный участник. Он спрашивает, Аят, тоже очень хороший вопрос. Аят, почему этот юноша приехал из Москвы в Очхой-Мартан и совершил этот акт, если он мог такое же сделать в Москве? Аят, я сейчас чуть-чуть продолжу его вопрос. Сразу же Кадыров заявил, что он знает, что люди живут в Турции, которые его отправили и так далее. Да, там есть люди, которые говорили на такие темы, что нужно брать ножи, что-то делать. Но не называя фамилий, имен, обычно он называет имена, сразу переправили на Турцию, на них, кто там находится. И очень правильный вопрос, почему из Москвы, там же полно ментов было московских, зачем ехать в Чечню, чтобы, как вы считаете? Ну, мне задают вопрос такой, как будто бы мы можем с тобой знать, почему и как. Может, просто использовали момент, он приехал, а потом это развили, как будто он специально приехал. Может быть такое. То, что в Турции и в других странах уже тоже понятно. Мы не можем сказать. Они могли этот вопрос раскритиковать таким образом или разложить, как будто бы специально это случилось. А это может быть какой-то вот сам процесс, что было и как нам неизвестно. Пока что мне неизвестно, может быть, люди, которые там знают, что произошло. Нам видно только одно, что вот то показательное вот эта процедура, она очень бесчеловечна. Вот что мы можем сказать. А как и почему приехал, уехал, это вопросы следствия. Мы не можем сейчас об этом говорить. Нам известно только одно, что именно так хочет расправляться со всеми народами сегодняшней Российской Федерации и даже с самим русским народом, власть, которая есть в Кремле. Это показатель. Вот что мы можем сказать. Баркалая, Дейресуль. Ну, выглядит как акт устрашения перед возможными волнениями, возможными ситуациями. Конечно. Еще, кстати говоря, Аят, помнишь, было убийство двух братьев ингушей несколько лет назад в Грозном. Они из Ингушетии переехали в Грозное. Чемурзиевы, по-моему, их фамилия была. И их застрелили. И говорили, что они радикалы, сразу начали выпускать эту информацию. А была информация, что их одного менты побили или где-то там ущемили, и у них возник конфликт с ними, и из-за этого произошла. Вот такая могла быть ситуация. Но здесь я помню этот случай, но потом они уехали, потом они это стали выдавать как противодействие ингушского и чеченского народа, что там начали возмущаться. Это тоже как раз-таки на национальной основе противодействия создать. Это те методы, которые используются империей для того, чтобы стравливать народы на основе, допустим, такого даже случая. Здесь нет сомнений у меня. Это очевидно, это делалось и раньше, это делается сейчас, и потом будет делать. Но главная задача – это именно выслать наш народ, и это у них заложено в плане. У них есть на эти желание всегда было, но им это не удавалось. Я скажу, что чеченский народ они высылали 6 раз, и он снова возвращался. Вот что происходит, какая идет борьба за то, чтобы сохранить свою территорию, свой язык, культуру, традиции. Все это у нас хотят отнять, как это сегодня хотят и украинцев. Поэтому мы, украинцы, едины в этом вопросе, какой бы разной религии мы, как говорится, не поклонялись и не были приверженцами. И наш имперский враг действует независимо от религии.
но они используют религию, как будто бы это борьба цивилизаций, будто бы это противостояние христианства и, скажем, мусульманства. Хотя это не имеет никакого отношения, потому что эти религии напрямую служат действующей власти. Они служили и всегда были таковыми, служители, скажем, религиозные деятели. Поэтому это мы должны тоже понимать, и сейчас и действовать сообразно этого, не говорить те вещи, которые могут быть, в чем мы не убеждены конкретно, но мы показываем, что есть, и кто здесь виновник, мы говорим. Аслан? Баркалай, Дейресун. Здесь еще один вопрос. Как вы думаете, Аят, Трамп развязал войну пошлин, чтобы спровоцировать Китай? Трамп вернул пошлины, как раньше, остальным, но только не Китаю. Это Здесь все... мы видим, что здесь этот спор идет между Китаем, особенно и Америкой. Трамп пытается как-то, значит, решить этот вопрос, показать себя личностью номер один в мире, а Китай, видимо, как господин Си, тот, видимо, не пытается ему потакать и выдвинул такие же пошлины, такие же требования, как и к нему. Это сделал в отношении Китая, сделал и Трамп. Но вопрос сейчас заключается в том, что как бы они все это не делали, не творили, весь мир сейчас понимает, что они уже не могут вот в этой ситуации надеяться на то, что Соединенные Штаты Америки, как это было во Вторую мировую войну, придут на помощь Европе или придут на помощь другой. То есть они хотят, собственно говоря, они заявляли, что хотят вывести свои войска, они хотят теперь давать оружие, если давать, только не давать, а продавать это оружие. Они хотят, чтобы, значит, они продали им эти все редкоземельные металлы, которых, возможно, и нет, или есть сейчас вопрос, это идет об этом так. То есть ситуация как-то поменялась с приходом власти самого Трампа. Чего Трамп добивается? Он говорит, что он добивается, хочет, чтобы Америка стала великой. А здесь создается впечатление, что он сам хочет себя великим объявить и думать, что все остальные ему будут здесь, как говорится, преклоняться и говорить такие вещи, которые непристойно говорить, как вот высказываются некоторые блогеры говорят. На самом деле посмотрим. Как говорится, мы уже видим, смотреть-то нечего. И, видимо, эта ситуация раскручивается вот двояко. С одной стороны, одни там согласились с Трампом прийти к нему, приехать, поклониться ему и согласиться. А с другой стороны, и сама Европа, и другие страны мира стали объединяться, как бы, значит, вокруг Китая. Получается, что Китай в этом вопросе именно выигрывает эту ситуацию с политической стороны. Вот он делал такое заявление, Трамп, а это как раз оказалось, может быть, на руку Китаю, который сейчас сам Китай предлагает Евросоюзу, предлагает и другим странам, давайте объединяться вместе против кого? Против Америки, которая была всегда помощником, скажем, европейских стран на Второй мировой войне и потом. А теперь это получается совсем наоборот. Неужели это такой просчет? Мы думаем, просчет ли это или нет? Пусть нам ответит, говорим мы, пусть скажут. Вот, пока что вот то, что все было в Санкт-Петербурге, вот эти вот лестные встречи, приложение руки на грудь, это о чем-то говорит. Это показательные такие вот ходы, которые представитель Трампа сегодня демонстрирует. Неужели до сих пор Трамп думает, что Москву можно обмануть? Или у него какие-то более высокие планы, более обширные? Для них ничто Украина, для них ничто все остальные страны. Для них важно решить какую-то более глобальную задачу, как они говорят. Ну, посмотрим, что будет с этого и куда мы можем с этим прийти. По крайней мере, вот такая ситуация, она какая-то опасная.
она может прийти к тому, что может и война, Третья мировая, начаться. Вот о чем речь. Но, по крайней мере, ясно одно, что люди не согласятся с всеми требованиями, которые выставляет господин Путин. И здесь, что бы то ни было, украинский народ, я вот думаю и уверен в том, что он будет бороться и отстоит свою свободу и изгонит имперского диктатора со своей территории. Дай бог, дай бог. Так, далее. Эд просит меня озвучить вопрос по теме, мы с ним вчера обсуждали, и во время моего эфира тоже, про турков-месхетинцев. Дело в том, что когда турков-месхетинцев на России не приняли, им Америка дала квоты, и 5000 семей им выделили землю, они свою деревню построили, там какой-то свой населенный пункт там в Америке и так далее. Если, по всей видимости, может что-то у нас начаться на Кавказе, если вот такое произойдет, можем ли мы от лица президиума, от нашей официальной власти обратиться к Соединенным Штатам Америки, либо, например, через того же Гарри Табаха, чтобы попробовать у американцев в случае, если это будет вот экстренная ситуация, можем ли мы, как вы считаете, это необходимо, нужно это или нет? Ну, это вопрос такой, знаешь, вопрос такой, когда турки-месхетинцы вначале из-за Оши, из Узбекистана прибыли в нашу республику. И я помню эти тогда события, когда турки месхетинцы, они были выселены из Грузии в свое время. И там, значит, против них были сильные, значит, выступления, там провокации, они бежали. И они прибыли многие в нашу республику, хотели у нас там где-то устроиться, но так вот не получилось. Вот эти все события начали развиваться. Как раз это перед вот развалом Советского Союза было за год или два, помню. Потом они начали разъезжаться в Грузии, как будто бы не было условий, чтобы они там вернулись. И, видимо, поэтому, не зная, куда и как деваться, они обратились, видимо, американцам, и они дали им место, где бы они там могли проживать. Так? Возможно, что это один из вариантов, какой-то части месхетинцам они дали. Но у нас есть своя родина, в которой мы уже более 4000 лет живем. Это наша родина, где мы жили. Может быть, турки-месхетинцы как-то иначе рассматривают этот вопрос. Но те люди, которые находятся у нас в зарубежье и которые хотели бы, вынуждены были выехать, они расселились в разных европейских странах. Ну, почему не расселиться, если они беженцами не расселиться и в Америке, и в других странах временно? Но мы всегда стремимся назад на свою родину. И я думаю, что это будет главный посыл. Нам нужно освободить нашу территорию от оккупантов, а так, кто хочет выехать и все такое, это благородный шаг со стороны американской власти тогда был сделан. Ну, посмотрим. Сейчас мы не можем конкретно сказать, какова ситуация сложится. Тогда будем думать о всех вопросах, которые так вот не решается. Мы сегодня, буквально сегодня, вчера, я писал обращение властям, чтобы они приняли наших чеченцев, которые прибыли в Европу, потому что им там невозможно жить, и вот такая ситуация. Мы до сих пор вот так вот обращаемся к тем или иным от нашей власти и просим их разместить, помочь им. Это обычная процедура, и здесь нет ничего, так сказать, такого значимого, которого бы мы не знали. Но сегодня ситуация в Америке очень интересная. Вот что получается. Как они себя там поведут, непонятно. То, что они сейчас там делают, как себя народ американский поведет. Вот говорят, там очень большие волнения, до 41% упал, как говорится, статус, рейтинг, поддержку, рейтинги, да,
Трампа. Так что здесь вот такая ситуация. Там Мгм. посмотрим, Слан. Это, конечно, здесь это благородно со стороны власти было, что месситинцы, которые не знали, куда им деваться, вот оказались в такой ситуации. Мгм. Им помогли. Спасибо. Здесь так, кстати, зашел к нам Ислам Ризаев, я турок-месхетинец. Ассаламу алейкум, брат, турок-месхетинец. И Эд пишет, турки-месхетинцы получили квоту беженства в США, хотя им Турция приглашала к себе. Говорит, вот так Да-да. было. Они выбрали не Турцию, а Соединенные Штаты. И что, я думаю, Вероятно, правильно видимо. сделали. Но это, видимо, они не все выбрали. Это какая-то часть людей, я так думаю. Не все. Не все. Часть из них, и, по-моему, в Грузии есть небольшая, ведь есть и в Турции, и в других странах, наверное, и в Узбекистане еще есть какое-то количество. Ну, это я не знаю до конца, но, по крайней мере, у меня такое вот ощущение такое. Мгм. Мгм. Тут Эд продолжает эту тему же, пишет, что я думаю, надо попытаться получить квоту для чеченцев в США, потому что фашистская Российская Федерация будет только наращивать геноцид против чеченцев и не только. Вот такая вот. Ну да, в те времена, когда они ссылали чеченцев, почти около миллиона человек, чеченцев и ингушей в 1944 году, тогда никто не мог, даже у нас не было человека, который бы мог поехать в Европу и сказать об этом. Так думали сами чеченцы. Они собирались там в Казахстане и все вот переживали между собой, что, мол, у нас нет человека, который хоть один поехал в Европу, в Америку, в Англию, там, в другую страну, этим главам государств, сообщить им, что вот такое бесправие совершено против нашего народа. И если бы это они знали тогда, то бы им не позволили это сделать с нашим народом. Так между собой говорили тогда чеченцы еще в Казахстане. Мне это рассказывал отец. Я, когда был маленький, там присутствовал, но потом они рассказывали, что тогда вот такие разговоры очень-очень распространены были. То есть не знали. Сегодня весь мир просто как на ладони. Ты можешь позвонить куда угодно, в любую точку значит, земного шара, искать какие-то выходы. Конечно, сегодня проще, чем тогда. И сейчас все как бы открыто все. Мы видим, что происходит каждый день в самой Украине, что делают русские танки, их самолеты, что происходит, мы видим. Поэтому сейчас этот вопрос решить будет, наверное, проще. Но мы сейчас, вот как мы понимаем, борьба идет сегодня в Украине. И там мы эту борьбу должны вместе с украинцами выиграть. И в политическом, и в военном, и в другом отношении. И я думаю, что власть империи с такими вот посылами по уничтожению мирных людей не должна существовать. Она должна быть сметена, и должна быть другая власть, которая даст свободу людям в первую очередь и свободу разным народам, чтобы они дружно жили. Почему в Америке вот там сколько национальностей, сколько там разных, они стали все как бы американцами, но столько национальностей, у них нет вот такого сильного противостояния, которое специально разыгрывается. Такого нету. Ну да, происходят там какие-то события, все это есть, но в то же время на расовой, на другой основе, там это на местном уровне. А чтобы власть это раскручивала, мы не видели. А здесь прямо власть это раскручивает для того, чтобы оправдать свои беззаконные действия, свои преступные дела, чтобы перевести стрелку на этих людей, которые вот так вот, мол, были вот встречены в этой ситуации, которая происходит, допустим, во всей России. Они сталкивают. Вот это для них спасение, чтобы перевести вину на тех, кто там вот это все раскручивает. Мы же помним, там, хватит кормить Кавказ, кавказцы вон отсюда, а сами везде пробрались во все эти и на Кавказ, и на Дальний Восток, и в Украину, везде все вот это сами все хватает, а здесь они вот эти вот такие вот имперские замашки делают. Вот сейчас Рамадан был, ты видел, наверное, да?
И вот улицу показывали, чуть ли не вся Москва по этой улице, не в Москве, а вся Москва молилась. Да. А мечети нету, нету мечети, чтобы они там, а столько людей там. А Да. почему они не хотят? Они хотят их всех изгнать. С одной стороны, они хотят, чтобы они работали за копейки у них, так? С другой Мгм. стороны, они хотят, чтобы они не молились, чтобы они превратились в их рабов. Вот что происходит. Они обращаются к Всевышнему и говорят, что мы не рабы, мы рабы только Всевышнего. Ну, вот такая ситуация в этой имперской стране. Надеюсь, что это изменится. Да, муа. Да, муа. Баркалая, Дейресуль, но Эд настаивает, и Аслан, я призываю вас изучить этот вопрос и написать заявку в Конгресс США и Трампу. Фашистская Российская Федерация 400 лет издевается над народом. Конец, надо добиться деоккупации Ичкерии, но фашистская Российская Федерация усиливает геноцид. Говорит здесь, и Да, правильно он говорит, Ад. Спасибо, Ад. Но мы сегодня видим, что происходит в Украине. Мы видим, что происходит в других частях мира, где мгм, вот это что происходит. Сейчас надо как-то, значит, не решив общий вопрос, значит, какова политика в мире будет действовать, будет ли действовать современное международное право или нет. Будет ли это, значит, действовать диктаторский режим или нет? Будет ли в Соединенных Штатах Америки вот такая диктатура, которую сейчас предлагают некоторые, значит, захваты чужих территорий или какие-то там давления или еще что-нибудь, будет или нет? Вот этот вопрос главный. Потом, смотря на это, мы будем думать и о том, то, что вы говорите, тоже будем в этом вопросе. Конечно, мы очень заинтересованы в этих делах. Здесь нет никаких вот у меня и рассуждений. Но это так, понимаете? да, совершенно верно, Аяд. Так, здесь еще были комментарии, чтобы не пропустить. Так, Евгений, алейк салам, шалом алейхум, Евгений. Сюди Кулчу пишет нам Евгений с Израиля. А, Евгений, тебя давно не было, рад тебе. Так, всех приветствует. Шамиль Галиулин, алейк салам, тоже тебя приветствую. Гончаренко постоянно лезет в Ичкерию, как ее защитник, но выставляет чеченцев врагами Украины. Как бороться с этими патриотами, спрашивает Шамиль из Санкт-Петербурга. Ну вот Гончаренко я часто вот вижу его, так как он выступает и говорит о том, что даже в Европарламенте и Совете Европы выступает, так? Но мне кажется, он не понимает ситуации, которая история нашего народа, не знает, с кем он общается, не знает, какие цели преследуют люди, и, может быть, у него другие какие-то планы. Но я не могу сказать, что он против нашего народа, но в то же время он как бы защитник тех интересов, которые сегодня неизменно нужно защищать для Украины. Вот такой он человек, ну такой открытый, смелый, но в то же время, когда я ему, значит, там вызывал его по разным и приглашал его, так, он, значит, что-то не выходил, вот в чем дело. Ну, посмотрим еще, посмотрим. Баркалай, Дейресхур. Кстати, вот Шамиль напоминает, что цены на нефть уже убыток Кремлю, там у них занесено $70 в бюджет, что в таком случае, что это уже самоокупается. Сейчас цена уже там в пределах 60, по-моему, если уже не ниже долларов. И план Трампа работает, мне кажется. Ну да, говорили 51, я даже слышал. Может быть, я просто, у меня, может, устаревшая информация, потому что я несколько дней назад Ну, только видел. да. Отлично, отлично. Так, Но будем смотреть, как говорится, будем смотреть, потому что здесь очень сильно играет вот эта пропаганда идет. да, А мы да. с вами можем только говорить о том, что мы слышим, то, что мы видим. А для чего вот этот вброс, для чего вот это все происходит,
мы увидим, наверное, очень скоро. Долго нам здесь ждать, наверное, не придется. Мы увидим. Когда начнутся действия, настоящие действия, тогда мы Экшен. это увидим. Да, экшен. Цыплят Да. по осени считают. Посмотрим. Да, отлично. Евгений говорит, так, слава Чечне. Петро, витаю вас. Война необходима Кремлю, пишет Евгений. На случай, если войну с Украиной придется остановить, то Кавказ сможет стать для Кремля заменой, пугалом, на которое травить народ. Повод они всегда организуют. Как вы считаете, в случае, если произойдет перемирие, и они не смогут стрелять по натовским войскам, по европейским войскам, они вот этих всех своих орков отправят на Кавказ? Ну, здесь сложно сказать, отправить или нет. Они придумают что угодно для того, чтобы там был очаг нестабильности. И сказать, что вновь эти чеченцы, мол, а в других регионах я не наблюдаю это. Потому что там только просто разговоры, но никаких выступлений особых не было. Поэтому здесь, конечно, снова будет атака идти на именно на чеченскую, оккупированную чеченскую республику Ичкерия, я так думаю. А там посмотрим, как это будет. Это не даст, конечно, им спасения. Они же там воевали, они там хотели значит, защищать как бы Россию, некоторые из них. Вот, они посылают их. Им трудно будет это сейчас выставить в этой ситуации, я так думаю. Просто это может быть основа для смены власти в оккупированной. Вот это может быть, чтобы там насадить каких-нибудь других людей. Потому что это уже, может быть, надоели. Это так бывает. Там посмотрим, они найдут и другие, скажем, методы для того, чтобы оправдать себя. Кремль, я имею в виду. Есть же и другие территории, и другие страны. Очень даже возможно, что и Казахстан, и Средняя Азия, вся у них на прицеле. Это, несомненно, мы это видим, что знаем. Ясно. Исходя из того, что, вот мы видим разные вот эти события и Да-да. разные процессы, которые идут, что вот с одной стороны, там некоторые утверждают, что мы пойдем освобождать Чечню, не имея никакой силы, никаких финансов, никакой поддержки. Украина не может 40-миллионная победить Россию, а они несколько десятков человек. Ну, я исхожу из того, что они хотят внутри чеченского государства поднять людей, вот наш народ поднять. Чем это чревато для нас вот в этой ситуации, Аят, когда Россия сейчас обкаталась 3 года на войне, у нее много вот этих убийц, и никакой поддержки в мире, никакой правовой юридической защиты. Чем опасно это для нашего народа? Я думаю, это просто разговоры и всего лишь. Ничего там не будет такого. Если они зашлют для провокации какую-то там группу людей, они никакую там роль не сыграют, они сыграют роль против чеченского народа, чтобы потом, обвинив их, выслать их. Вот какая задача стоит перед ним. Поэтому наши люди понимать должны. Мы построили свое государство, в 91 году создали, она оккупирована. Оккупировано наше государство, территория оккупирована, ее нужно освободить мирным путем, в соответствии с теми международными, скажем, принципами, которые есть. И в соответствии с этим мы должны за это бороться на Западе. И не воспринимать этих людей, которые вот эти делают заявления. Их нельзя воспринимать за серьезных людей. Они могут быть сами обмануты, они как провокаторы, роль провокаторов могут выполнять в пользу Кремля. Поэтому на это идти мы не можем. И это нельзя делать. Это мы должны все четко и ясно понимать. Ситуация, если изменится, и если Россия выйдет из состава, из территории Украины со своими войсками, то я думаю, что тогда власть там сменится в России. Обязательно сменится власть, потому что те задачи, которые ставила власть, нынешняя действующая, она не прошла, а возмущение народа будет очень сильным. Я так думаю, они и сейчас возмущены так. Они не понимают, что произошло. И поэтому власть должна смениться.
и ситуация будет, наверное, в лучшую сторону для нас, для деоккупации нашей страны. Мы должны держаться той основы, которая принята в соответствии с международным правом нашим народом, нашей резолюции, которая принята на общенациональном съезде, Конституции и той борьбой, которую мы вели в 5 агрессиях против нашего народа, и от этого мы не должны отходить, кто бы что ни говорил. Мы должны опираться на те решения, которые принял наш народ. Вот эта линия единства, верная и правильная. А остальные все эти разговоры, которые ведут здесь разные беженцы, которые находятся, лидеры, как будто называют себя лидерами, представителем чеченского народа, никакие они не представители чеченского народа. Почему? Потому что они не защищают те решения, которые принял наш народ. Они против этого выступали, выступают и будут выступать, если они не признают свои ошибки, тем более. А если даже они признают, им доверия уже нету более. Вот что происходит. Аслан. Баркалая, Дэви Суэль. Так, КМС Машуэль Амин. Алейксалам. Так, Аяд, вы правы. У нас сейчас наводится порядок, говорит Эд. А также надо навести порядок ООН. Дело времени. Наш президент Трамп уже даже 100 дней не отработал, говорит Эд Мамедов. Так, Буря Машуэль, Шавига Машуэль, уже. Так. Если вы, Аят с Асланом, добьетесь квоты для чеченцев, люди смогут обращаться в любое посольство США, Турции, Польши, Литвы, ну и так далее. Им предоставят весь пакет документов, говорит. Ну, что скажете, Аят? Будем добиваться квот? Я на этот вопрос ответил. Да. Но мы говорим о том, что давайте наведите порядок там, тогда посмотрим. То мы не знаем, с кем мы сейчас имеем дело, что так получается. В принципе, мы об этом говорили. Я даже был в Соединенных Штатах Америки, там говорил с некоторыми там политическими деятелями. Они тогда утверждали, что скоро Россия станет демократической, и мы тогда, значит, и у вас будет все хорошо. Я тогда еще не будет она никогда вот такой форме, она не будет. Нет, будет, говорили. Но теперь мы видим, что она стала демократической, в кавычках. Вот что происходит. Поэтому мы хотели бы увидеть вот эти шаги, которые предпринимает сегодня, позитивного, что в этом. Вот о чем идет речь. Так-то, конечно, может быть случиться так, что сейчас всех из Америки гонят, так? Всех, как вы понимаете, да? Вот наши беженцы, там тоже есть некоторые чеченцы, я еще писал им там письма в поддержку, чтобы их приняли, все. Но они просто вот сейчас очень взволнованы. Там даже тех, у кого есть документы, их тоже пытаются выслать. Сложная ситуация там. Понимаете, вот что дело. Поэтому мы говорим сейчас, конечно, это спасибо за такую заботу. Мы, конечно, не оставим это без внимания. Мы это дело будем смотреть, следить обязательно. Баркалая, если чеченский народ не заимеет свой независимый голос на международной арене, то каждый будет использовать чеченский вопрос настолько, насколько он служит его целям. Отчасти это сейчас и происходит. Ну и не отчасти, Евгений. Аят, как вы считаете, как нам добиться того, чтобы у нас появился свой независимый голос? Мы это и делаем каждый день уже многие годы. Начиная с 91 года, сколько стран мы исколесили, сколькими руководителями встречались, говорили, но вопрос так и не решился. Многие страны, остальной мир начали поддерживать Россию, утверждая, что территория Чеченской Республики есть часть России. Ну, на какой основе говорили мы? Я помню, когда мне приходилось в одной из
государства, организации, то есть в ПАСЕ, разговаривать по этому поводу, и аргументы я проводил, вот, на какой основе это говорите, и один из них, высокопоставленный чиновник, говорил, ну согласитесь, пытался меня уговорить, понимаете, вот до чего дошло. Они понимали, что это не соответствует всему тому, значит, нормативу, который есть в международном праве. Они пытались, ну согласитесь. То есть они были подпольно были на стороне России. А мы эти вопросы поднимали в ПАСЕ. Если вы помните, в 2001-2002 году мы открыто говорим о этих вещах и в ПАСЕ, и ООН, и везде. Мы десятки раз там выступали. И тогда там было много таких вот вопросов. И тогда, если помните, Россия была, значит, наказана тем, что ее лишили права голоса в ПАСЕ, и она полгода не имела права вообще голосовать, и целые процедуры там были. В связи с этим нашу делегацию вообще обвинили во всех делах, и они там, Россия на нас списала, там, что мы виноваты, что мы чуть ли не бандиты, все. И нам как бы приходилось здесь говорить, что это не так, хотя все знали. Но вот такая была атака и тогда. То есть остальной мир должен понимать, если есть это международное право, и если в этих рамках мы выполним все свои обязательства, будьте, пожалуйста, любезны выполнять свои, скажем, обязательства, которые вы подписали, когда принимали устав ООН, международные принципы. Вот в чем вопрос. В этом направлении мы и должны работать, поэтому мы не очень удобно. Им удобны другие люди, которые от нашего имени, нашего народа пытаются выступать, и которые уже несколько раз заявляли, что Чеченская республика территория есть часть России, что мы там, значит, незаконно это все создали, что мы вот готовы провести там, значит, референдум о статусе. Вот такие люди, им более, значит, приемлемо разговаривать сегодня. Это понимая, мы должны активно вот объединиться вот против этих людей и в пользу защиты интересов нашего народа, который действовал в рамках современного международного права. Сейчас стоит вопрос, будет ли это международное право или не будет. Одни говорят, его уже нет. Другие говорят, все там еще пока, мол, как говорится, устаканится и все такое. Поэтому в этой ситуации что мы можем сказать? Мы должны держаться только того, что принял наш народ. Это декларация от 25 ноября 1992 года, принятая, в котором сказано, что мы создаем в рамках международного права свое суверенное и независимое демократическое государство. Ну и, соответственно, остальные все наши шаги. Это мы должны отстаивать, Аслан. Аслан? Баркал, Аят Баркал. Так. Евгений, мы, в принципе, не откажемся ни от какой помощи, если так, по большому счету. Мы не против, если нас Израиль признает. Очень даже. И тогда бы у нас был бы голос, на самом деле. И который слышали бы и в Америке, и в Европе, и даже наши враги слышали бы очень хорошо этот голос. И таким образом мы сломали бы хребет всем этим антисемитам, всем разным вот этим фашистам, которые распространяют вот эту разную признание нашего государства, Аслан, признание нашего государства, которое создано в рамках современного международного права, открыто для всех стран мира. Совершенно верно. Совершенно верно. Я как-то сказал Евгению в комментариях, что Израиль никуда не денется, придется признать. Евгений очень удивился и говорит, как это никуда не денется. Все равно придется, всем придется признать. Мы не отстанем, мы такие, как липучки, особенно я, Леон.
Не отстанем от вас ни от кого. Так, да у нас другого выбора нет, к сожалению. Был бы выбор, мы бы отстали бы от вас от всех. Так, и было бы хорошо, если бы Аяда пригласили в Белый дом, говорит Аснабек. Обязательно Аснабек пригласят, Алмула. Так, следующий вопрос. Здесь Акай пишет. Как вы относитесь к чеченцам исламского толка, которые желают именно независимости коллективного Северного Кавказа, ибо одна Ичкерия будет обречена стать марионеткой чьей-либо? Вот такой вот вопрос. Исламского толка не могут быть государства. Исламское бывает только человек. Только Всевышний дал, веру человеку, а не какому-то государству, стулу, дому или какому-то самолету или стране. И если кто-то говорит исламского толка, значит, это у него понятие какое-то в другой форме, отличие от современного международного права. Мы за то, чтобы Северный Кавказ и вообще в целом весь Кавказ объединился в Кавказский дом, который еще наш первый президент провозглашал президентом Грузии Гамсахурди Звиадом. Мы за это. А то, что там исламского толку вы говорите, которые хотят создать Эмират Кавказ, это все рассказы, почему они ИГИЛ не смогли сделать. Почему они смогли, скажем, почему Эмират Кавказ пошел, там его лидеры переметнулись или переехали, скажем, в ИГИЛ туда, и потом они все были разбиты. Почему? Что происходит? Мы должны разбираться в этих ситуациях. Люди, которые, может быть, верят Всевышнему, но не понимают вот эти манипуляции, которые творят служители религии некоторых, будь то христианские или будь то мусульманские, которые фактически мы видели в наших, скажем, в наших документах, которые были секретно, мы видели, которые все наши служители религии работали и вели доклад, именно в Москве докладывали все, и спецслужбы докладывали. По каждому мы видели эти документы. Также делали это и русские, и еврейские там, которые были эти религии на нашей территории. Так что здесь говорить о том, что какая-то религиозная там паства или кто-то там, значит, хочет что-то создать, этого нету. Нужно смотреть то, что создал народ. Желают ли они этого или нет. Мы создали свое государство, и мы не можем за другие народы здесь что-то гарантировать. Мы готовы объединиться с другими странами, которые соседними, готовы объединиться в форме, значит, конфедерации, естественно, так? Или потом это будет в какой-то форме, может быть, со временем преобразовано, как Европейский Союз или другие там государства. Главное, чтобы в этой стране была свобода личности, чтобы не преследовались люди по национальному признаку, чтобы их не сталкивали, и чтобы они могли свободно развиваться, сохранять свои традиции, язык, культуру, религию, чтобы это было свободно. Вот что главное. А то, что там рассказывают какие-то люди, личности, которые не могут обосновать то, что происходит даже. Вот возьмите в исламских государствах. Я сейчас точно не берусь, но по моим данным около 27 джамаатов. Так? Это 27 направлений. И только единая религия в этих странах такой разнобой. Как они, смотрите, в противостоянии они друг другу воюют, если так, как это можно воевать? Как они, допустим, в вопросе, израильском вопросе, половина за, половина против. Ну, я образно говорю, половина. Или, может быть, какой-то процент туда и сюда. Поэтому этот вопрос на основе религии нельзя решать. Это должно решаться на основе свободы личности, человека и народов. Вот что я думаю по этому вопросу. Баркалая, полностью с вами согласен.
И, кстати говоря, Северный Кавказ, там Южный Кавказ — это тоже имперские вот эти все ярлыки, которые вешают. Есть Кавказ и точка. Так, Ливан, салам, Вива Грузия, витаю вас. Амаджоба Генацуале. Друзья, напоминаю вам, задавайте вопросы, я их зачитаю. Давайте общаться. Нет, вот сейчас вот по моим наблюдениям видно, что хотят усиленно объединить Чечню. Вот этот вопрос, наверное, был из этой же серии. Чечню, Чечению, Дагестан и Ингушетию в единый исламский проект, который затем будет, ну, наверное, как бы они планируют, у них там входит в их планы, я так полагаю, присоединить, когда Россия ослабнет, либо развалится, к Турции, там, чтобы мы стали таким послушным инструментом. Обычно Турция занимается такими, ну, как Россия приблизительно. У себя у нее демократия, у себя у нее какая-то там выборность, все такое, а остальным она своим колониям, еще Турецкая империя, они делают так, чтобы там какие-то князьки заправляли и деньгами их снабжают, и они контролируют этот процесс. И сейчас очень многие воодушевлены вот этими событиями, которые произошли в Сирии, когда вчерашний асадовский какой-то функционер якобы перешел на сторону там исламского государства, или Аль-Каиды он был, потом общался с исламским государством, а теперь резко его якобы Турция сделала, и Турция, и США, видимо, сделали его руководителем этой страны. И они воодушевлены этим примером и говорят, что вот в один день все может измениться, там какая-нибудь сейчас фигура будет выбрана, и она там войдет, Кадыров убежит, или Кадырову скажут, как и Асаду, давай покидай пост, как Асада вывезли в Москву, также Кадырова вывезут куда-нибудь в Москву. И как вы считаете, этот сценарий, он имеет право на существование? Возможен такой сценарий? На территории России и то, что связано с Россией, имеет любой сценарий в пользу России, имеет право быть теоретически. Они могут это делать. Но это не значит, что то, что они там у себя кроют, вот эту территорию чеченскую, другую, то, что они объединяют их объединение не будет объединением в этом, потому что это будет столкновение народов, это будет изменение внутренние там вопросы. Я не думаю, что это к этому можно говорить, что их объединяет. Их объединяют территории, которые они захватили сами и хотят это сделать. Ну почему тогда они, кроме Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабарда, черкесы, адыги, ну там все это есть. Они же тоже мусульман. Почему они именно этих? Так? Ну, в Осетии там, правда, не все, но все равно. Так что здесь вопрос такой, знаете, вопрос чем-то объединить захваченную территорию государства с территориями, которые вошли в состав этой Российской Федерации, России. Они хотят размазать этот вопрос, довести статус нашего государства оккупированного до уровня, ну, скажем, такого уровня, как будто мы согласие вошли в эту Россию. Мы в согласие в эту Россию не входили, они незаконно, значит, это все творили. Наша территория оккупирована, наше государство. У нас своя конституция есть, свои все структуры власти, все у нас было, мы не имеем никакого отношения к объединению нашей территории, есть наша территория. Все. Пока что вот такой вопрос, то, что делает Россия, это не имеет нам никакого отношения. Наша территория, она есть та, которая была при развале Советского Союза. А говорить, если о тех территориях, которые были 200-300 лет назад, тогда многие наши территории только добавятся, как мы знаем. Мы об этом не говорим. Сейчас мы говорим только об этом, и мы хотим в этих территориях
в единой там объединенной добровольной, скажем, конфедерации, какой она будет там, посмотрим. На это мы уповаем, и это есть наша задача. А для начала нам нужно деоккупировать нашу территорию, восстановить все власти на всей ее территории. Мгм. Просто дело в том, что ну, есть какие-то движения очень странные, да, ну, очень подозрительные, ничего не странные, подозрительные. То, что, например, там про Ауховский район, который принадлежит, ну, как и другие, конечно, территории, но жителей своих домов, например, Ауховский район, об этом, ну, они живут, они еще до сих пор настаивают, они живы, настаивают на том, чтобы их дома вернули, их отцов, их земли им вернули. И вот Россия могла бы одним росчерком пера Путин, который такие близкие дружеские отношения с Кадыровым якобы имеет, он мог бы одним росчерком пера там выселить этих всех людей, кто проживает в этих домах, дать им новые дома, новые квартиры, а чеченцам дать вернуться. Но об этом нет, и сейчас об этом ничего не говорят, не делается по этому поводу. Но сейчас как будто чуть ли не подарок какой-то это будет, какое-то там завоевание новое, там освобождение земель, там возвращение в родную гавань. Вот, так это пытаются представить. И вот мне кажется, что может быть сейчас какая-то попытка, сейчас они начнут раскручивать эту ситуацию одновременно с терактами, одновременно, ну, как они умеют, закручивать, здесь нужно быть очень внимательным. Будем наблюдать, как говорится. Да, Не просто так это все. да. Так, друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы, друзья. Задавайте вопросы. Так, за подарки, друзья, я вас поблагодарил. Спасибо, Владимир. Друзья, кто еще тут дарил? Всем спасибо. Илашка, всем привет, всем спасибо. Так, что еще, Аят, как вы считаете по поводу вот, событий в Украине, то, что разворачиваются эти события? Будут, снова задаю вам этот вопрос, перемирие, Путин согласится на это перемирие или нет? Ну, если бы я был бы провидец, я бы сказал бы точно. А так скажу, ну, нет. Думаете, нет? Нет. Думаете, нет? Ну да, все, конечно, надежды уже тают. Лично у меня я тоже вначале думал, что он пойдет все-таки, хотя выгоднее ему было пойти бы. Но с каждым днем я вижу, что да, водит за нас всех, как обычно, и КГБшник остается КГБшником в любом случае. Да, да. К сожалению. Он не может уйти от этого. Да. Он не может уйти от того решения, которое он принял. Он уйдет от этого, все, ему согласиться на мир, который должен быть в соответствии рамках международного права, Мгм. он не может. А если согласиться, его не станет. Вот на каком уровне стоит вопрос. Да. Да. Ясно. Без восстановления государственности, государственной независимости, легитимности Ичкерии и Грузии Кавказ не будет свободным. И я надеюсь, это поймут на Западе. Да здравствует свободный Кавказ, говорит Ливан Кочарава. Аминь, аминь. Аминь. Да здравствует Кавказ. Да, вива Кавказ. Так,
А как вы считаете, в Европейском Союзе с Европой может начаться война, если будет перемирие, если войдут туда, например, европейские войска и без согласия, без перемирия, и Путин их обстреляет, и Россия обстреляет их. Вообще возможно Здесь, столкновение? да-да, Да, здесь да, да. ситуация такая, Аслан, да, что если позволит России победить Украину, захватить ее территорию, то это означает, что в этом случае Кремль обязательно пойдет дальше. И поэтому эти страны, о которых ты сейчас сказал, так, европейские, М, они обязательно хотят воевать на том берегу, в Украине, чтобы потом это сейчас пока это легко будет, а потом это будет уже не будет, если Украина, тогда будет это гораздо труднее. Поэтому они принимают решение там бороться за свою свободу, за свое будущее, и чтобы они не пришли сюда. Вот поэтому они это стараются делать. Как это им удастся сделать? Что они смогут сделать? Это покажет время. Но я думаю, они настроены решительно, а там посмотрим. мгм. Хорошо. Страны Великобритания, Франция и Польша и страны Балтии, в принципе, готовы, говорит наш казахский друг Иркин, для ввода Украина. А, Если бы Казахстан был свободен, они тоже были бы готовы. Ну да, кстати, тоже. А что вы считаете по поводу того, что вот Такаев сказал Аят, что мы там два государства, там одна страна, или как-то он там начал подлизываться к этому Путину. Но все казахстанцы говорят, что это Такаев, это как будто бы он друг Путина, так скажем. Он в Москве живет, говорят. Ага. Ну, он Президент. может жить в Москве и где угодно, любой точке из Ну, он России, же, Казахстана, кто его знает. ну да, он же президент Казахстана, как бы его семья, он живут в Москве постоянно. Жили, часто, наверное, он почаще бывает. Вот смотрите, Аид, вот такая вот ситуация вот сейчас навеяла. В Украине наводится порядок, говорит Эд. Там много агентов фашистской Российской Федерации. Без этой чистки выиграть войну очень трудно. Надеюсь, Гарри будет послом в Украине, и дело пойдет быстрее, говорит Эд. Одновременно с этим вчера посла Соединенных Штатов в Украине сняли с должности, и ожидается новый посол. И одновременно с этим здесь пишет Шамиль, который за всеми следит, говорит, что Гарри возвращается в США из Украины, и лучшим его попутчиком была бы Алла Дудаева. Такое возможно? Возможно ли, чтобы вместе с Эдом вы или Алла полетели в США, Эд? И возможно ли, что Табаха назначат послом Украине от Соединенных Штатов? Теоретически возможно все. Вы как настоящий политик отвечаете на все вопросы. Но я не хочу отвечать, я хочу отвечать за свои слова, когда я буду говорить. Потому что я, если не уверен, не говорю конкретно. Стараюсь, по крайней мере. Мгм. Теоретически возможно. Тогда, возможно, и я мог бы стать послом США в Украине. Окей. Так, Иркинс говорит, не трогайте Такаева, если не знаете про него. Хорошо, мы его не будем трогать. Вообще даже не прикоснемся к нему ни разу. Но обсудить политика мы имеем право. Если Ну, вы не я сказал, что говорят, что он друг, многие казахи, которые знают, так говорят. Но мы говорят. не знаем. Мы не знаем. Так. А говорит Фаиза, говорит, Эркин, а вот
ты опять прокололся, говорит, а говорить про всех можно. Да, кстати, про всех можно, а про Токаева нельзя. Подозрительно, Эркин, подозрительно. А он шутил, оказывается. Пока чеченцы не обрели независимость в лице Ичкерии, никто пост СССР не думали совсем об исламском государстве, на постсоветском пространстве, имеется в виду. Такое впечатление, Аят, что вот люди, которые жили в Советском Союзе, что они не знали, что такое ислам, там, а вот какие-то там 20-летние, 18-летние юнцы, прочитав какую-то брошюрку или послушав какого-то там проповедника, чаще всего, не буду говорить, какой их внешности они, но чаще всего и на русском языке с такой уверенностью заявляют, как будто они уже там побывали на приеме у Бога и имеют от него прямую индульгенцию на общение. Вот такие вот бывают разные. Да, это так может быть. Но дело в том, что каждый из них думает в силу, как говорится, своего восприятия всего этого. А у каждого человека разное восприятие бывает. И понятие разное бывает. Он на эмоциях может говорить. Находясь в эмоциональном состоянии, может что угодно говорить, а потом эти эмоции им заправляют. Потом они считают, что вот эта ситуация, которую они себе обрисовали мысленно, что она должна реализоваться. А реальность они как раз-таки не учитывают. Поэтому очень сложный мир. Этот мир очень сложен. Потусторонний мир будет очень и очень однозначен. Ты прав или не прав, ад или рай. Так говорят. А здесь очень сложно. Здесь надо разбираться в этих делах. Ясно. Так, так, я думаю, пишет. Да, это, конечно, мы что теоретически только все обсуждаем. Евгений говорит, если РФ нападет на страны Балтии, то страны Европы вслед за Украиной начнут признавать ЧРИ независимым, временно оккупированным Россией государством. Если... это мне вопрос, да? Да, это комментарий был, да. Если они нападут на Балтию, да. И если остальные страны Европы не помогут Балтии, то значит, что эти все страны остального Европейского Союза, они проиграли. Да. Они проиграли ту идею, они проиграли те все разговоры, которые они вели, о том, что мы сомневаемся. Мы сейчас говорим о том, что они должны, если эта демократия должна быть для всех, а если еще нападут, и они еще при таких обязательствах и не помогут, скажем, этим балтийским странам, то это значит победа России в любом случае. Вот что происходит. То есть крах будет этой демократической системе управления. Вот о чем. Международного права. Вот что будет. Вот что стоит на кону сейчас. Да. Вот в этом роде. Абсолютно, 100%, Аят. И самое интересное, что Россия станет десятикратно сильнее морально, поддержки других стран. Да. Она не то, что станет сильнее, а это в головах всех вот россиян и другого мира. Вот смотрите, они доказали, а эти ничего не доказали. Поэтому, да, они сейчас в Украине хотят бороться, чтобы они не пришли. Это, кстати говоря, это план Путина был же. Сделать хаос, разбить, показать несостоятельность западной идеи, западного пути развития. Эти упрекают, что там русские там не имеют идеологии, не имеют там каких-то своих четких там принципов. И Путин хочет доказать, а у вас еще и этого нет. Идеология. Какая может быть у него идеология, если этих идей, из чего формируется идеология, она тысячи разноплановые, противоположны одна и другой идеи разные. У них, конечно, никакой идеи. У них идеология – это империя.
То есть это как бы они себе идеология империи, имперская идеология. А если идеология, то она должна как-то отстаивать интересы людей же и народов, а это несколько получается, им не надо это. Вот так. Кстати говоря, нападение на Израиль, Евгений, кстати, за этим стояла Россия. И Израилю следовало бы нас признать тоже, потому что однозначно за этим стояла, все об этом, и вы знаете об этом, что за этим стояла Россия. Да, да. Руслан, А, ты как общественный деятель можешь говорить следовало. Я не говорю следовало. Я говорю, было бы хорошо, если бы нас признали. да, да. Ну, я немножко больше себе позволяю, во-первых, я с друзьями общаюсь, это мои уже несколько лет мы Да, с да, ними да. уже общаемся. А во-вторых, как бы я общественник, с меня, как говорится, спроса Да, не да, так да, много. да. Хотя за Да. каждое свое слово готов нести ответственность. Перед справедливым судом, так сказать. Так, я надеюсь, фашистская Российская Федерация распадется до конца года и Ичкерия будет деоккупирована. Договорились, Эд, договорились. С меня тогда Магарыч, как говорится. Да. Так, если Кавказ и Южный и Северный останется под влиянием Российской империи, этот монстр всегда будет диктовать свои условия. Кстати, это уже понимают на Западе. Долой Российскую империю. Победа не за горами, говорит Леван Кочерава. Как вы считаете, Аят? Изменив, если же все-таки произойдет то, о чем мы все надеемся, что Россия будет наказана за ее преступления, смогут ли они обойти вопрос Северного Кавказа и вообще Кавказа в целом, чтобы не помочь нам и не помочь народам, проживая в Грузии, Армении и другим народам. Нам, соответственно. Ну, здесь такой сложный вопрос. Вопрос в том, что если Россия останется в виде той системы власти, допустим, которая есть сегодня, то да. А если она изменится, и другая система власти будет преобразование, там много чего может измениться. Поэтому гадать здесь сейчас трудно. Это вот здесь вот есть либеральные деятели, в том числе и с нашими некоторыми самозванцами, которые подписывали документ о развале России. И тем самым Путину потворствовали, который пугал население России, говорю, вот видите, они хотят развалить нас, чтобы кровь между нами лилась и все такое. Дважды выступал Путин, говорил. А мы говорим, если эта система власти, скажем, которая есть на территории России, изменится, она преобразуется, или там будет несколько государств, или она объединится в единую какую-то конфедерацию, тогда посмотрим. Но в любом случае это должно быть такое государство, в котором должны быть учитывать интересы этих народов и главным образом интерес личности человека, потому что это основа и государства, и чего угодно. Без человека ничего не может. Если его интересы, значит, не учитываются, то это все рушится. Так, Ислам. Баркалая, Дейре Соль. Эд говорит, я думаю, наш президент не на словах, а по факту объединяет коалицию против фашистской Российской Федерации, и развал фашистской Российской Федерации не за горами. Аяд, вы верите в развал или же будет немножко по-другому? Я не знаю, может быть, Эду виднее оттуда, но мне кажется, что развал на развал президент Америки не идет. Потому что вот эта атомная, как говорится,
закваска или бомбы, которые есть у России, они неизвестно кому в руки попадут. То есть для того, чтобы это сконтролировать, нужно, значит, Россию захватить или управлять этим всем. А как это сделать? Поэтому развал России просто так вот не произойдет. Они даже боятся этого развала. Другое дело, если это изнутри сделают. Изнутри, если это сделают сами эти народы, если они сейчас вот потерпят поражение, то тогда, возможно, какие-то там преобразования. Надеяться на то, что какие-то вот лидеры народов, которые там проживают в самой Российской Федерации, что они подымутся и сотворят что-то. Но Россия настолько огромна, сегодня только он встает, а в другой территории у них еще спят, еще не легли спать. И поэтому вот это вот изменения, которые там должны быть, они должны произойти в основном в нескольких городах. В Москве, Ленинграде, скажем, в Свердловске, в Казани, ну, каких-то там больших городах, и тогда все остальные. Вот там это должно произойти. Будет ли там это движение или нет? Вот в чем вопрос. А там, в этих городах, Кремль их обеспечивает и материально, и финансово, и там как будто все нормально. Идет война, а у них там как будто все нормально. Мы это же видим. Да. Они понимают, что нельзя вот эти города, как говорится, будоражить, чтобы они там не выставились открыто против власти в этих городах. Так что такая ситуация. Что будет? Этот вопрос, конечно, главный, который должен решить, скажем, российский, скажем так, образ народ, и в этом вопросе ему помочь. Но помочь не для того, чтобы, значит, оно развалилось и попало все это оружие в руки каких-нибудь других стран, которые еще более укрепятся и будут угрожать остальному миру. Это опасность у них. Баркал, Аят. Мы уже 1,5 часа в эфире, Аят. Если есть вам что добавить, сказать, можете сказать. И я думаю, если вопросов больше я не вижу, можем закругляться. Давайте заканчиваем. Давайте, Аслан. Давай. Умадуя, Аят, что-нибудь. Больше сказать нечего. Мы можем говорить, конечно, много о чем, но больше сказать нечего. Пока нечего по этой теме. Все, Баркал, Аят. Спасибо вам, Аят, большое. Спасибо всем, кто принимал участие. Огромное всем спасибо. Всего хорошего, до свидания. До завтра, наверное, до завтра. Адикель Машваль. До свидания. До свидания. Адикель. До свидания. Спасибо.